Приветствую, друзья! Канал Якутия-24, программа «Просто вкусно». С вами Петр Цепандин. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. Мы находимся в гастростудии ресторана «Мусхая». И к нам в гости сегодня пришел Николай Бармыгин. Николай, приветствую. Добрый день. Да, познакомьтесь. Николай у нас член Общественной палаты Республики Саха-Якутия, референт аппарата государственного советника Михаила Ефимовича Николаева. Николай, спасибо, что вы согласились быть гостем нашей передачи, да, и я смотрю, что-то у вас такое японское, все там какое-то такое. С чем вы к нам сегодня пришли, что будете готовить? Сегодня я планирую приготовить японский суп мисо из соевой пасты мисо, и также приготовить один из видов суси норимаки. Все японское, с чем это связано? Почему выбор пал именно на это? Хотя я знаю, почему это. Да, потому что 7 лет мы с семьей прожили в Японии, работали, и вот до сих пор я поддерживаю связи с Японией, так как являюсь руководителем Якутского регионального отделения общества России. То есть, как бы, след японский остался, и японская кухня, скажем так, как говорят в наше время, зашла, да? Да. Где-то раз в неделю мы обязательно я тоже был в Японии, но правда то, что в Японии суши это редкая редкость. То есть это не основное блюдо. Да, это у нас праздничное блюдо. Больше, да? Дорогое. Поэтому не каждый день японцы кушают, и не так много ресторанов суши. Да, а у нас Японии, стереотип, что Япония, значит, думает. везде все время суши с утра до вечера. Нет, такого нет. Ни разу. Такого нет. Ну ладно. Хорошо, с чего начинаем? Я смотрю, уже вода закипает. Да, уже подкипает вода. Когда закипит, мы начнем с этого. Здесь у меня ингредиенты я принес из дома. Это вот даши, хон даши, это вот кацу, маленькие тунцы. Их вываривают и вот... Сушат? Нет, они вываривают в кипятке, потом накипь собирают, это накипь высушивают и делают даши. Также принес этот самый паста мисо. Вот она продается здесь в Якутске. Также этот самый водоросли вакаме, они вот обязательно нужны для того, чтобы дать аромат этому супу. И также как завершение этого, это китайские древесные грибы. Почему китайские? Потому что они выращиваются в Китае, и здесь они... то есть это постепенно все добавляется? Да, одно за одним добавляется. Но мисо-суп это же такое, какая-то жидкая субстанция. Это суп обычный, по-нашему, скорее всего, даже бульон. Бульон с грибами. Это основное блюдо. Нет, это не основное блюдо. Повседневное блюдо. Нет, у японцев основное блюдо, как у нас хлеб, это у них рис. Этот самый мисо-суп, так же как соленье, вот здесь присутствует такуан, это маринованные пекинские редька, это дайкон. И здесь этот самый красный имбирь. Имбирь. Вот, и также вот здесь любезно Семен принес этот самый мелко нарезанный свежий зеленый лук. Он этот самый дает. То есть у нас получается такое интернациональное блюдо. Такое, нет, в Японии они используют наганеги, я не знаю как, такой длинный, такой вот большой, толстый стебель лука. Вот они его режут, и получается тоже такой вкус. А этот... Так, вначале даши. Даши. Я смотрю, тунец, да, нарисован. Одной столовой ложки. Да, должно хватить. Ух ты, да? Экономное блюдо получается. Да, это уже все. Круто. Так, потом мы ложим вакаме. Вакаме. Еще раз повторяем, это у нас что? Это водоросли. Водоросли. Они дают этот вкус, аромат. Они дают вкус вакаме. Японцы в 50-е годы выяснили, что дает вкус блюдам, да, и что дает ощущение того, что блюдо вкусное. Они вот этот глютамат натрия. И вот этот глютамат натрия в очень большом количестве находится в этих
водорослях вакаме. Вот, и этот. Ага. Так, и теперь мы мисо-суп, этот самый, мисо-пасту, то есть в мисо-суп мы ложим через сито. Ага. Для того, чтобы... Для того, чтобы у нас консистенция мисо была такая более-менее равномерная. ну чтобы в комки не образовалось, Да, чтобы без равномерно комков, всё это. без ничего мы Ну, их этот самый через сито. Ну как, чтобы манная каша без комков. Типа, Да, 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 да. А, Ага. круто, я немножко врубился. Так. Так, Уже а готово. сколько времени занимает вообще? Я так полагаю, что это Не, быстро же, да? Уже быстро. Ага. Практически мы уже мисо-суп. В принципе, вода вскипела, 15 минут профессионал это сделает. Раз и готово. Да. Вот, ну, Ну, учитывая то, что Николай профессионал, то тоже 15 минут. ну, Ну, как человек у меня как бы больше всего жена готовит, конечно, дома. но- дома. Вот как раз я хотел вопрос задать. Ну, как вообще выглядит рацион? Вот я смотрю, пристрастились к японским блюдам. Как часто дома кушаете? Дети как относятся? Хватит, наверное. Или давай еще чуть-чуть. Или можно вот это растут. Ага, давай. Так, и сейчас закипит, и мы положим последний ингредиент. Это А, так уже вот на грибы. суп похоже уже. Да, уже все. Чуть-чуть всего кладется, да? Ага. Тут у нас, получается, водоросли уже разошлись, впитали жидкость, Мгм. они расширились. Ага. А это сухие были. Да, засушенные водоросли вакаме. Сейчас закипит, мы положим этот грибы. Так, а теперь мы чем займемся пока это? Да, пока этот самый мы займемся приготовлением норимаки. Роллов. Это, ну да, у нас называются роллы, но в Японии это у них слово заворачивать маки, да? Маки. Унаги-маки. Да, то есть получается завернутые маки. И получается нори-маки это завернутые в нори. А, нори-маки. Ага. Ну, вот это нори. Да, это нори. Ага. Здесь этот самый жена подготовила рис для суси. Тут надо. Специальный рис. Нет, это да, мы готовим этот самый из японского риса в японской рисоварке. И здесь еще этот самый рисовый уксус мирин. Ага, ну Ага. для специфического Да, вкуса, для того, это- чтобы он лучше слипался. Можно ли сразу вопрос, да? Ну вот дома многие сейчас уже в моду вошло, все готовят роллы дома, да, суши готовят. Можно ли из обычного российского риса, или там, не знаю, не для специализированной, который не написано там для роллов и суши, приготовить ролл? Балык будем тут. Ага. Вот, но в принципе, да, в принципе, главное там суметь выбрать консистенцию. И правильно сварить, чтобы они... Нет, правильно сварить и в рисоварке или в кастрюле это Ну, теоретически возможно. можно, значит. Да, возможно. Вот, но этот самый главное в том, чтобы суметь вот этот уксус, да, правильно добавить. Ага, Ну, то есть чтобы- Это уже для вкуса. Нет, я имею в виду, форму будет держать, будет ли слипаться. Нет, чтобы держала форму и слипалась, надо добавлять уксус. Ну, он Ага. как своего рода связующее звено, Да, клей, да, получается? связующий клей получается. Ага. Ну все. Так. А то нам в магазинах все время говорят, втюхивают этот дорогостоящий рис, а я хочу краснодарский. Это шутка. Не, ну краснодарский в принципе неплохой. Я не сказал бы, что он этот самый. Прямо вообще не годится, да? Он, Да. рис не должен быть длиннозерный. Да, это Ну да, да, круглозерный Круглозерный. Хорошо. краснодарский Не рис шлифованный. нормальный. Не Может дроблю, пойти, не может дроблю. пойти. И этот самое главное, чтобы. А как часто вы дома вообще японское готовите? Ну, мы где-то раз в неделю делаем рыбный день и готовим. Четверг, рыбный день. Да, четверг рыбный день по старой советской традиции мы готовим рыбные блюда. И, И, соответственно, вот это, да. соответственно, рис мы в рисоварке готовим ну, где-то раза два в неделю. Наверное. А правда, что вот рисоварка это тоже своего рода фирменный знак японцев, ну прямо приезжают за рисоварками. Да, От то этого есть, тоже очень сильно зависит, да? ага, эта рисоварка очень такая, японская рисоварка, она очень качественная и очень хорошо готовит этот Рис. рис. Ага. Ну, то есть
именно как нужно для того, чтобы получилось, ну, скажем так, идеально, да? Ну, или близко к идеальному. Мгм. Аккуратно. Рис. А рыба? Это что за рыба? Рыба, это мы в этот раз Форель, я сёмга? купил форель. Ага. Форель. Но японцы на самом деле едят красную рыбу киту. 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 Ага. У них этот... Но она не самая дорогая. да, согласитесь. то есть, ага, ну, в принципе, хорошо такая приготовленная. Вот эта малосолка, Мгм. ага, она... Так, отделяем от Ага, кожи- отделяем. кожуры. И вот тоже так ложим. Так. Ага. Вот. И у нас получается все ингредиенты для этого. И потом заворачиваем. Но сейчас посмотрим, как у меня получится. Мгм. Мы все посмотрим. По-моему, риса многовато получилось. Да? Что-то я... Сытно будет зато. Да, это получился как корейский кимпаб у меня получился. Кимбаб. Да, и этот все-таки, да, очень много риса я сделал. Так, ну первый блин, как говорится, комом. Ну ничего страшного. Мгм. Давайте Ничего еще страшного. второй. Да, давайте второй сразу. Куда это положить? Да, надо положить. в Ну, какую-нибудь давай, может тарелку. быть, тогда вот эту. Семен, Ага. помоги, пожалуйста. Мгм. Так, а потом мы порежем. Берем второй. Правильно я положил? Да, да, да. Этой стороной, той? Да, 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 тут без разницы, я смотрю. Все-таки вчера ходили по магазинам, японских нори не нашли. Это корейский, Корейской. Сделано в да, Корее прям кимпап. написано. Ага. Долгий. Ну, тут, хотя это братские народы, да, восточные, но у них все-таки приготовление, вот, например, соевый соус отличается, там рис они по-другому готовят. Ну, то есть Это- Корея другой, Китай другой, Да, японцы да, по-другому, да? японцы Ну, немного тоже должны же по-другому. вносить. Ну, допустим, Ага. как плов тот же. Вроде как узбекский, там, Мгм. киргизы по-другому готовят. Да, да, да. Типа такого, да? Хватит риса. Мгм. Сейчас мы. А Тут мне я- кажется, даже поменьше надо. Ну, или Да, смотрите вообще. сами. Ага. Сейчас мы его чуть-чуть через добавим. Потому что первый у меня получился, конечно, достаточно сильным комом. Мгм. Вот. Так, ну что, Николай, вы делаете, да, но я должен вопрос задать, который должен был сам и задать. Расскажите немножко о себе, откуда вы родом, и вообще, у нас такая рубрика вообще есть, которую иногда нам запрещают задавать, но я все равно ее задаю. Как вы дошли до жизни такой? Да. Ну вот я родом из Хангаласского улуса, село Техтюр. Ага, вот первая деревня долины Эркани. Когда едешь из Якутска в Покровск, По левую сторону. да, по левую сторону, и Горнолыжная база есть там. да, где Так и есть называется. горнолыжная база Немножко СРК рекламы. Техтюр. Ага. Так. Вот, и там закончил 7 классов и поступил в Покровск, физмат-класс Покровской средней школы номер 1. Закончил в 80-м году и поступил во Владивостоке в морское училище ДВИМу, Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Невельского, на судоводительский факультет. Ух ты, а почему такая? Это, ну это же Ну, с детства мечтал о дальних странах, ходить. ага, посетить дальние страны. Вот, и, Еще нет? ага, и этот самый, все-таки при советской власти такой свободы передвижения, как сейчас, не было. И вот одним из путей посетить дальние страны было стать моряком загранплавания. И Ну, то есть это- тяга к путешествиям, новым открытиям и все прочее. Да, да. Романтика же. Романтика, ага. И этот, когда учился в училище в 84 году, вот, я почти 40 лет назад впервые посетил Японию, вот, получил сильнейшее впечатление, вот, и начал... Тогда уже было известно, что они, ну, практически как инопланетяне в будущем живут. Да, то есть Да, говорили, что японцы тогда для меня после Советского Союза это, конечно, был сильнейший
Культурный шок. Культурологический шок. Да, то есть, например, Просто вау, да? да, то есть, например, мы причаливаем к причалу, а там, короче, газон, кустарники, Короче, все дела. ага, постриженные деревья, ага. И я такой спрашиваю вот своих коллег-матросов, я говорю, это куда мы, говорю, попали? Они говорят, Япония? это, говорю, парк, что ли, говорю? Они говорят, ты что, тупой, что ли, мне говорят? Это же, говорит, деревоперерабатывающий завод. А я такой, ничего себе, думаю, у нас вот только что были в Пластуне, там, в Приморском крае, в порту, да, там сопка была сплошь покрыта этим сгнившими деревьями, да? Ага. И после этого попасть вот в Японию, конечно, это был сильнейший культурный шок. Мгм. Ага. И после этого вот в 91 году, когда создавали ассоциацию сахо-японского сотрудничества, искали вот людей, знающих японский язык, и оказалось, что так как я его самостоятельно выучил, да, Да ладно. да, Это разве возможно получилось, вообще? что в Якутии было всего 3 человека, которые знали японский язык, и я был третий. 2 было это профессиональных япониста, Ага, ну, то Дмитрий, есть переводчики, да? да, Дмитрий Оконечников и Анатолий Яковлев. Ага. Все, рис кончился. Все, Ага. а мы все приготовили, получается, что ли? Ага. Сейчас, смотрите, подкипело, Ага, все, сейчас бросаем. бросаем древесные грибы. Ага. Они вот такие засушенные. Ну, они И- тоже должны вот так, Да, да? и Да, получается, и они при разбухнут. теплообработке вот в воде, они очень сильно расширяются. А это не будет много тогда? Ну, это нормально? Нормально будет. Ага. Ну, Ага. чуть погуще будет. Ничего Ага. Погуще? Ничего Ну, или страшного. водички добавить, Ну, суп должен быть густой, я чтобы думаю, ложка стояла. питательный. Вот. Итак, и- вы стали международником тогда? Да, и получилось, что вот моя жизнь на десятилетие оказалась связана с международной деятельностью в республике и особенно с Японией. Вот хотел бы отметить, что во время пандемии вот генеральный консул Японии в Хабаровске госпожа Фурута Кейко прилетала в Якутск для того, чтобы вручить мне почетную грамоту министра иностранных дел Японии за большой вклад в развитие российско-японских отношений. Ага. Ну, круто, поздравляю. Да, спасибо. Ага. Так. Вот, ну, такой как бы жизнь ага, у меня так сложилось, что она связана с Японией, получилось. Ага. Как говорится, и уже это не отнимешь. Да, ага. А как были банкиром? Ну, В банке банкиром работали, а капитал? после работы в Министерстве внешних связей ага, мне предложили перейти на работу в Алмаз-Эргенбанк для как бы улучшения международной деятельности банка. Вот, и с 2008 года по 2014 год я 6 лет отработал в банке. То есть, Ага. получается, там тоже международный опыт пригодился. Да, то есть Алмаз-Эргенбанк, он является первым банком в России, который экспортировал золото из России в Китай и в Японию. М. Мгм. То есть, ну, последний раз из России золото в Японию вывезли, когда после Колчака японцы украли золотой запас Российской империи. Вот, а мы в 2010 Обратно украли. годах мы вывезли наше якутское золото в Японию и там продавали. Продавали. Вот. Ага. И в Китае также мы Алмаз-Эргенбанк, он единственный банк из России, который получил Лицензию, лицензию на импорт золота в Китай. Мгм. Вот. И, ну и также вот я выдвинул идею создания компании АЭП Капитал, вот, и мы ее создали. А Ага. чем компания занималась? Она инвестиционная же компания. Ну, вначале, да, мы хотели ее, чтобы она была чисто инвестиционной компанией, чтобы совместно с китайскими партнерами продвигать международные проекты. да? Мгм. Вот, но сейчас компания очень активно занимается строительством. Стройкой, да. Мгм. АЭП Капитал. Ну, в основном Да. известна как строительная компания. Вот Да. дома 203 микрорайон, заселение, это же
В основном АЭП Капитал, да? Да. То есть очень активно работает. Ну а сейчас вы в аппарате у Михаила Ефимовича. Да, но первый президент позвонил мне, пригласил на работу. Вот, ну, я согласился, очень ему благодарен, потому что в тяжелые годы пандемии, когда внешние связи практически были заморожены, Ну да, вот, то да, у меня был фронт работы вот вместе с Михаилом Ефимовичем Николаевым. Вот, и все-таки я считаю, что вот наш первый президент до сих пор очень активно продвигает свои идеи, и то, что вот руководство республики прислушивается и поддерживает, и этот претворяет в жизнь, вот, очень хороший пример, то, что вот Айсен Сергеевич сейчас выдвинул идею создания территории развития местного производства. Вот, и мы сейчас предполагаем, что первая такая территория будет оформлена в долине Эркени, Хангаласском улусе. На родине. На родине. Ага. Так. Ну, это пока проект, да? Нет, это закон принят. А, закон принят? То есть Закон уже принят. То есть уже притворяться будет в жизнь? Уже будет притворяться. А, ну круто. Мгм. Значит, тогда все предприниматели молодые, начинающие, все стартапы бегом в долину Эркани, Да. получается. Ну, чуть ли не так, да? Да, бегом в долину Эркани, и там надо зарегистрироваться как резиденты вот, нашей территории развития местного производства. Большая компания. Ну, в принципе, вот позиция правительства состоит в том, что надо поддерживать реальные коммерческие проекты, которые могут получить нормальный выхлоп, и поддержать те предприятия, которые уже крепко стоят на Ну, ногах. тем более в нынешних реалиях, когда, ну вот, пресловутое слово импортозамещение, да, чтобы у нас Да. было все свое. Да. Мы же можем реально все сами производить, сами себя обеспечивать Да. той же мукой, той То же есть мы продуктами должны, питания. потому что Мы сейчас... можем, точнее, мы должны, точнее, мы можем и мы должны. Да. Но сейчас ситуация такова, что нам надо выращивать местное производство, нам надо выращивать, потому что у нас, по данным Министерства сельского хозяйства, вот в обороте продуктовой продукции только 7% занимает Местного. местное производство. Но Да. А 93% это все привозное. привозное, да. Да. Ну да. И Пусть также регионов России, но тем не вот, менее. Да. при выращивании этого сельхозпродукции, получается, вот мы только картошкой обеспечиваемся на 60%, а мясом и так далее около 20% всего лишь. Всего лишь. Да, всего лишь. И вот первый президент Михаил Ефимович Николаев, он настаивает и предлагает полностью развивать местное производство. Вот, а вашей нынешней деятельности, Николай, как работает с Михаилом Ефимовичем? Вы же с ним с 90-х годов, да, уже? Да, я вместе? вот знаком с ним с 90-го года, практически с конца 90-го года, более 30 лет Общаетесь? вместе общаемся. Вот, и сейчас вот работаем. Но сейчас Михаил Ефимович работает из Москвы, то есть мы работаем дистанционно, по телефону, по онлайн-связи. 21 век, это нормально. Да, это очень нормально. Михаил Ефимович полностью освоил даже вот и видеоконференции, там Zoom, да, там так далее. круто. То есть он везде подключается, везде участвует. Строгий начальник, стучит по столу. Но тут он, конечно, не так, чтобы сильно стучит по столу, но делает замечания и ведет воспитательную работу. Ага. Вот. Еще? Еще два. Там. Да-да-да. Ага. Вот. Ага. Так. И нам надо. Да ладно. Ну тогда это соевый соус. Вот эту Соевый тарелку. соус, ну Вот вот эту он. тарелку нальем. Не, а соевый соуса, по-моему, вот Ага. Семен вот это приготовил. Ну давай тогда каждому по своему соусу сделаем. Вот. И этот он очень хорошо чувствует слово, очень грамотно пишет тексты. Ага. То есть вот он очень дотошно до каждого слова, до каждого смысла этого слова, какой можно подобрать синоним там так далее, очень тщательно относится. Потом он... Советская школа.
Да, потом он очень хорошо помнит имена и цифры. Ага, данные. Историю знаете, И получается, очень историю хорошо. знает, ну, Досконально. историю досконально, конечно, и потом он хорошо знает кадры, кто где работал, кто есть, кто там и так далее. То есть он прекрасно все это воспринимает и знает. Вот. И поэтому с ним очень интересно работать. Интересно. И много нового вот, воспринимаешь от него даже. Даже так. Да, да, да. То есть, Ну, как в якутской поговорке, да, гаден, да? да, вот так. То есть он очень этот самый продвинутый, смотрит новости там, и так далее. Поэтому вот и иногда, и потом он, когда говорит, с кем он встречался в своей жизни, с кем общался там и так далее. То есть получается со многими выдающимися людьми вот нынешнего времени, вот конца 90-х, он очень общался. То есть и получается, вот он может сказать личные впечатления о многих таких деятелях. Так, смог, наверное. Ага, ой, спасибо большое. Ага, спасибо. Ну что, у нас Сейчас уже... давайте. Да, а нам бы это крупное ребятам показать, да? Как? Когда уже суп И- будет готов. и Ну, соевый соус. пусть пока постоит, да. Суп у нас приготовится, тоже сервируем. Вот это? Ковшик. И лук потом для супа, я так понял. Да, да, да. Ага. Лук для супа. Ну, всё. Все. Ну получился же вообще. Густой получился. Вот грибы, вот эти, которые вот Да, это... да, да. Они вот выросли. Эпти. Да. И такой достаточно густой суп уже получился. Ну да, как мы любим. Ну. А то обычно же подают у нас в японских ресторанах что-то такое. Ну да, это на любителя, потому что вот в очень дорогих японских ресторанах ага, подают вот как прозрачную. Да, как будто там Ага, посуду мыли, прозрачную. все, И чуть-чуть. там только одна травиночка Что-то там плавает. и все. И это такой является Ну они за формой следят и все да, прочее, наверное, суп. да? Ага, зеленому. Правильное питание и все прочее. Вы Ага. следите, кстати, дома, ПП и все прочее, Ну, подсчет калорий и все. Да, ну делаем, Сейчас конечно. же все тенденция такая Да, для всех. ага. Делаем. Тут Делаете? это, да, есть такое дело. Мы делаем, ага. Сейчас, конечно, тут уже время такое, что все следят за фигурой там так Да, далее. ну типа... Но вот, не да. получается, конечно. Я бы Как, сказал бы- получается же, нормально? Ага, Итак, у нас все сервировано, ага, все, как говорится, разложено. Что нам нужно делать? К чему первым приступать? ага. Ну, здесь вот я бы предложил, по идее, начать с суси, с норимаки. Норимаки. Ага. Ну, Мы тогда этот соевый соус. соевый соус. Соевый Для того, чтобы соус макать. японский тоже вот продается в магазинах в Якутске. Ага. Но тут надо понимать, что у каждого народа свой соевый соус. И этот самый корейский, китайский, они отличаются по вкусу от Ну, на японского. любителя. Ну, Ага. Конечно, на да, по, любителя. по канону, по классике, Ага. конечно, японский. Вот, по идее, японцы стараются максимально натурально относиться. Вот суси, они, вот эти норимаки, они едят руками. Ну да ладно, Просто да? Так, берем этот, макаем в соевый соус и кушаем. Так, Мгм. берем. Мгм. И кушаем. Мгм. И кушаем. Мгм. Очень простое блюдо, в принципе, возможно приготовить в домашних условиях. Как Я говорится, все простое, самое главное рисоварку иметь Да. хорошую. Ага. Чтобы все слиплось, Чтобы, все хорошо ага. держалось. Да, и что касается японского супа мисо, то его японцы едят как якуты, да, вот субсырение, да, как сказать, вот, ну, из этого, из Прямо пиалы. вот так-то. Ага. То есть не надо ложек, ничего не это, да? А то, что нам с пластиковыми этими подают, это, ну, как бы... японской кухне дать- ложки используются только для китайских блюд. Рамен. Ага, да. Для раменов. Да, А, рамен это китайское блюдо ламьен. А тут И вот так. этот И наши палочками. водоросли кушаем палочками. И приправа
Вот это, да? Дайкон и имбирь. Имбирь, если что, да? Вот, и этот самый, здесь сделали типа с красной рыбой, да? Второе блюдо. Да, второе блюдо. Жаркое. На него лучше сверху просто полить Для риса, да. соевым Потому что, соусом. же, ну, как правило, по-моему, рис не солят вообще. Да, он без Да? соли. Он без соли же ничего. готовит. Просто Ну, вода и рис, все. И вот так же палочками. Да, и, И тоже также палочками. палочками. Ага. Бинс. Ну что, в общем, все вкусно. Реально, как в Японию попал, да? Ну, мы можем до конца передачи стоять, конечно, кушать. Но давайте прервемся, кто-то будет кушать. Я буду делать так, задавать вопросы и кушать. Николай, хочу сделать вам комплимент. Судя по тому, что вы и международник, и банкир, и финансами занимались, и МВС работали, и как менеджер работали, да, сейчас референт у Михаила Ефимовича. Можно сказать, что вы очень легко обучаемый, легко подстраивающийся и прочее. Знаю, что вы сейчас еще и в ногу со временем идете, вроде как бы блогерство это стезя молодых, там фитоняшки и все прочее, но тем не менее вы блогер, и причем довольно-таки успешный. Это вот комплимент. Спасибо Можно большое. спасибо сказать. Спасибо большое. Да, Но, да, да. Как так получилось и почему это решили? так ну делать? вот, когда я работал в Алмаз-Эргенбанке, вот молодые коллеги из Алмаз-Эргенбанка научили меня пользоваться социальными сетями. Вот, и Тогда только-только набиралось. да, людей, вот социальные сети начал использовать, там так далее. То есть потом, когда в 2014 году мы с делегацией Республики Саха-Якутия были на 50-летии Ниппон Будакан на мероприятиях года российско-японского года боевых единоборств в Токио. Вот там мы с якутской делегацией участвовали. Там даже было мероприятие с участием императора Японии. Вот, и я размещал в социальных сетях. Вот, и после возвращения вот, Павел Иванов из Якутуру предложил мне стать блогером, размещаться в дневниках Якутуру. Ну, я думаю, для начинающего это был очень нормальный вариант. Ну да. То есть от тебя не требовались никакие финансовые вложения, просто можно было постить, Время от времени да, что-то выкладывать, постить, какой-то материал. выкладывать и так далее. Вот, и в принципе мой блог в дневниках пошел нормально. Поэтому профи блогерство дает определенную возможность как бы взаимодействовать с народом. Ну и также по предложению Михаила Ефимовича Николаева я создал второй сайт. Первый у меня называется nikbara.ru, а второй Nikbara.ru. Подписывайтесь. Да. И второй усадебное хозяйство в Якутии, где я размещаю посты про сельское хозяйство, про огород, про сад, про дачу, полезные советы. Нет, ну вот людям полезные советы, информацию о сельском хозяйстве. То есть ежедневно размещаю по одному посту. Ну, то есть, получается, это основной деятельностью, как бы так граничит и где-то Да, соприкасается, это получается. практически является одной из направлений. То есть, опять же, вот сельское хозяйство, производство и все Да, прочее. это то, что вот я работаю у Михаила Ефимовича. Да. То есть он смотрит вот мои посты. И говорит, молодец. Где-то сейчас уже дошло там до 3000 просмотров в месяц. То есть, такой средний показатель. Ну и тем более, что я знаю, что у вас одно из хобби тоже дома, сад, огород, да, выращиваете. Да, всё. то есть вот это я все снимаю, там так далее. Недавно вот выложил фотографию в социальных сетях арбуза, у меня арбуз уже появился. Уже вот такие, Да, уже арбуз появился. Народ смотрит, интересуется, радуется. Ну, здорово. И многие, вот, например, например, многие не знают же о Якутии. Вот когда было холодно, вот мое видео градусника, я вот ежедневно размещаю фотографии. Я знаю. И градусника. Утром там где-то 7-8 все время выходит. Да. Николай Бармыгин разместил, я смотрю. Да, Фотоградусника. да, Ладно. и каждый какая день. реальная температура, да, в Якутске, у меня дома. И потом начал в YouTube выкладывать этот шортс,
И вот этот ролик Шортс взяли на Первый канал, поместили, Ух ты. ага, в новостях показали, вот в Якутии холодно день, и мой Реально, градус. типа. Да, вот, и Ну, мой типа, градус. пользователь такой-то разместил Ага. у себя вот это. Да, и вот этот, я был позапрошлом году в селе Топко, Люкминского района, там был день охотника, и вот телеканал «Охота и рыбалка в России» тоже разместил мои видео в новостях тот самый. То есть, в А принципе... спрашивают или вообще берут и все? Нет, спрашивают, конечно. Спрашивают, да? Ага. Ну, типа разрешение. Ну, всё Первый канал не спросил, но все равно там написано, что канал Николая Барамыгина. А, промелькнуло. Да, А, конечно. ну, круто же. Это круто. Ну, да. вы не стали судиться. Не, ну Нет. как, они же меня отрекламировали. вот. Наоборот, как бы, да? Да, народ там вообще был в шоке. Смотрит, а там выходит канал Николая Барамыгина. Хорошо. Ну и работе. Как вы отдыхаете? Семейный отдых как? Семейный отдых, ну, люблю рыбачить летом, да, вот когда появляется время, езжу там на рыбалку. Я тоже. Ага, ну, у меня такая чисто там спиннинг покидать Индию. Ну, я тоже. Ага. Вот, на природу мы любим ездить, собираться с друзьями, вот, с родственниками, шашлыки жарить. Вот, ну, как-то после Японии я люблю жарить барбекю, и вот делаем этот самый, мясо сам мариную. Ага, вот, ну, такое, готовое не люблю я особо. Вот поэтому То есть и сами- готовить, получается, вы любите? Да. Хотя ага. сказали, что жена больше готовит. Ну, не, шашлыки-то это мое было. Это мужское барбекю, дело, да? Ага, ага. Я знаю, что вы еще нейросетью уже сейчас начинаете дружить. Ну, не начинаю дружить, просто вот я Изучать. разместил ряд постов о нейросети, потому что вот я в свое время прочитал книгу Мартина Форда о искусственном интеллекте, о воздействии, да, вот новых технологий на жизнь человечества. И вот он прогнозировал еще лет 6 назад вот ситуацию, которая будет. И в 2016 году Михаил Ефимович Николаев проводил заседание, у него клуб «Ленские встречи» с участием представителей Китая, Японии, Южной Кореи, футуристов из России, вот здесь в Якутске был. И тогда вот меня поразили вот эти высказывания футуристов, вот о том, что практически сейчас человечество стало перед выбором, да? Или, например, вот, например, наша Якутия, да? Или мы, то есть, станем территорией дикости, или мы станем островком развития. Ага. Так. Потому что вот они говорят, вот футуристы, тогда до пандемии была такая идея, что цивилизация может сохраниться только в каких-то островках, а все остальное будет деградировать и будет обращаться в дикость. Да? Ну как вот постпанк, Ну, есть же ну, постпанк, вот да-да-да. фильмы, да? Когда цивилизация вдруг резко исчезла, Да, и там да. Ага. дикие животные, везде заросли, Да, и все там развалины и так далее. Поэтому вот эта опасность сейчас она становится реальной. В 99 году я реально своими глазами видел и понял, вот, что квалифицированные рабочие перестали быть нужны на Западе, в развитых странах. Ну, потребность снижается, скажем Нет, так. она уже исчезла. Вот, Даже- например, даже? в 97 году Toyota открыла новый завод на Кюсю, в Японии. И там они сказали большое достижение в области роботизации производства. Ну, Ага. И вот они сказали, большое достижение в плане того, что они снизили уровень роботизации производства от 85% до 35%. ну, то есть наоборот снизили. Снизили. Искусственно. Искусственно. Ага. Ну, чтобы людям дать работу. Ага. А людям дать работу, вот в 99 году я был на японском А заводе. люди устают, люди Нет, нет, ошибаются. Нет, я был на японском заводе, Ага. и там вот инженер получает заказ, делает чертеж изделия, распечатывает листочек, вызывает рабочего, например. Рабочий приходит, ну тогда еще пешком ходили, да? Получает листочек, потом подходит к станку, считывает его. Тогда этих QR-кодов не было, были штрих-коды. Штрих-код считывает и появляется там на этих на ламповых этих экранчиках цифры. И он сравнивает цифры. Вот. Если цифры совпадают, нажимает зеленую кнопку. Если цифры не совпадают, нажимает красную кнопку. И все.
То есть Вот и вся работа, да? вот и вся работа. Я вот один раз Михаилу Ефимовичу сказал, говорю, я вот видел, говорю, станок, где вот этот самый рабочий поднимает металлическую болванку, ага. вставляет, нажимает зеленую кнопку. И все. И потом убирает металлическую стружку. Ага. Потом, когда станок заканчивает работу, он берет, ставит его на это, потом ставит другую металлическую болванку. Это, а тогда Михаил Ефимович меня спрашивает, вот в чем его смысл жизни? Да. Я такой долго думал, и потом говорю, ну, наверное, убирать стружку из-под робота. Да, 50 лет до своей пенсии. Да? А то, ну, для японцев это нормально, но я думаю, сейчас, наверное, но сейчас они, наверное, придумали, как убирать эту стружку. А сейчас вот искусственный интеллект, он пришел к тому, что уже не нужны не только рабочие, да, но уже не нужны и офисные клерки, Ну, да. ага, не нужны вот работники определенных категорий умственного труда. То есть, получается, люди не нужны. Вот недавно Оскар Акаев в прошлом году читал лекции в университете Аль-Фараби в Казахстане. Вот я его высказывание там отрезал, там, украл, можно сказать, да, и разместил у себя в YouTube, короткие. Но, и вот он говорит, что реальная опасность для человечества деградировать и исчезнуть. Потому что, говорит, система развития показывает, что через кого проходит информация, тот развивается. А тот, кого от потока информации отлучает, он уже, Все, он уже деградация. да, деградирует. Я согласен. А сейчас, говорит, если искусственный интеллект замкнет на себя все информационные потоки и будет людям выдавать по кусочкам, Готовое. да, готовые, тогда люди точно деградируют, точно и да. это... И будет как в Терминаторе, машина нас поработит. Да, ага, и вот он реально говорит... Когда это произойдет? Не, ну На ваш это взгляд? неизвестно, но просто тут я читал статью, как я уже сказал, да, оказывается, на воспитание искусственного интеллекта требуется огромное количество энергии. Ага. То есть, вот, например, чат GPT-4, да, он использует 75% всех данных в интернете. Ну да. Ага. И для того, чтобы его воспитать, потребовалось почти год, и он целый год, вот огромный суперкомпьютер, читал эту всю информацию и впитывал. И он потратил огромное количество энергии. И он говорит, что на самом деле создать супер, такой пупер искусственный интеллект, который мог бы полностью заменить человека, сейчас чисто энергетически пока нет возможности. Вот это только Ну нас. и слава Богу, как Да, говорится. нас только это Ну и слава спасает. Богу. Мы как люди можем сказать слава Богу, и да, нам подсказывают, что время нашей передачи потихоньку заканчивается. А Да. вот, нет, и в Да. конце вот я хотел бы сказать, что Да. мы, северяне, да, какой у нас большой плюс? У нас, во-первых, людей мало, во-вторых, огромное поле работы, у нас Ну да. ничего нету. Ну да. Ага. А в-третьих, никакой искусственный интеллект нас не заменит здесь в условиях севера. Ну, конечно, да. Да. Ну никак. Никак. Кто будет рыбу-то ловить? Да. Да. Не, И за оленями рыба. бегать. Кто будет работать будет на работать? этих станках или на оборудованиях Ну, там по и так крайней далее. мере, пока нам это не грозит. Да, Да. Да, Ага. Николай, спасибо вам, да, и интересную беседу. И у нас такая добрая традиция есть, да, в конце нашей передачи мы всегда даем слово нашим гостям. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ага, ну, дорогие телезрители, было очень интересно и для меня тоже полезно участвовать в передаче. Вот, и я надеюсь, что те простые блюда, которые я вам показал, они будут вам практически полезны. Вы сами сможете дома готовить вот, и пробовать японскую кухню вот, с учетом того, что у нас в Якутске многие ингредиенты уже в свободном доступе Ну да, можно найти. Ну и я пожелал бы самое главное здоровья, благополучия, успехов и учиться новому. Не останавливаться на каком-то уровне развития, а просто воспринимать новое, учиться. Как я уже сказал, сейчас есть возможности пенсионерам учиться, предпенсионерам учиться, и возраст не помеха. То есть нам для того, чтобы понимать наше молодое поколение и среднее поколение, нам надо им соответствовать, идти в ногу со временем. Поэтому своим ровесникам я советую не выбиваться да, из информационного потока. Да? Да, идти в ногу со временем.
как говорится, у нас сегодня был в гостях продвинутый молодой человек. Сейчас же молодой возраст все подняли, да. Член Общественной палаты Республики нашей, референт аппарата государственного советника Михаила Ефимовича Николаева. Николай Барамыгин. Николай, еще раз спасибо, что были гостем. Ага. Семен Тарбахов, Петр Цыпандин. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Программа «Просто вкусно», канал Якутия 24. Будьте здоровы, друзья, и кушайте реально всегда просто вкусно. Да. Да. И мы что, заканчиваем и продолжаем кушать.